Коми автономной Советской Социалистической Республики 50 лет. Мой Коми край, республика моя, людьми богата, песнями воспета, трудом преображенная земля в наряд сегодня праздничный одета. Столица республики Сыктывкар – индустриальный город. Недавно здесь вступило в строй еще одно предприятие – лесопромышленный комплекс. Крупнейший в Европе, он будет давать стране 100 тысяч тонн типографской бумаги в год. На этой бумаге сегодня печатаются различные издания в Москве и Ленинграде. Полвека назад Сыктывкар, Усть-Сысольск по-старому, выглядел так. Дореволюционный словарь отмечал, что в городе было церквей каменных 4, домов каменных 7. О жителях края тот же словарь сообщал, что они любознательны, любят грамотность и способны к учению. Но словарь умолчал о том, что из 100 этих любознательных всего 18 грамотных, что из каждых 100 способных к учению детей 60-70 умирало от голода и болезней, а врачей во всем огромном крае было лишь 14. Об иной доле для своего народа мечтали его первые просветители, среди которых был и Вениамин Тимофеевич Чисталев. Педагог, проповедник культуры, переводчик русской классики, Чисталев много сделал для распространения в народе просвещения. Дело отца продолжает его дочь. Авиа Вениаминовна Чисталева преподает в той же школе, где учил ребят ее отец. Педагоги, геологи, экономисты, историки разрабатывают в Коми-филиале Академии наук СССР проблемы развития производительных сил края, науки и культуры Коми-народа. В республике сейчас 18 научных учреждений, в которых работает свыше 1000 сотрудников, из них 253 доктора и кандидата наук. Народ, не имевший до революции своей письменности, выпускает сейчас на родном языке книги, журналы, газеты. Общий их тираж исчисляется миллионами экземпляров. Коми АССР – республика угля, нефти, газа. Она готовит кадры для своей промышленности. Студентам горного техникума в Воркуте не надо далеко ездить на практику. Закончив учение, молодые специалисты придут на шахты Печорского угольного бассейна. Придут и сюда, на шахту номер 9 в Инте. 9-я награждена орденом Трудового Красного Знамени. Здесь работает коллектив коммунистического труда. В честь юбилея республики шахтеры дали стране 60 тысяч тонн угля сверхплана. Герой социалистического труда Константин Иванович Медов возглавляет одну из лучших бригад. Недавние охотники, земледельцы, оленеводы, исконные жители этого края стали и знатными шахтерами, такими как бригадир, депутат Верховного Совета Коми АССР Степан Федорович Кожевин. Такими как директор шахты 9 Иван Васильевич Иевлев, депутат Верховного Совета СССР.
28 лет назад впервые встал за токарный станок Александр Васильевич Мишуков. Сейчас он начальник цеха механического завода, почетный гражданин города Сыктывкара. Бескрайний простор тундры, пастбище Ижемского колхоза Завета Ильича, были много лет рабочим местом знатного оленевода Петра Никитича Артеева. Сейчас он на пенсии, и каждую осень собирается в его доме вся семья. Здесь и сын Николай, председатель Ижемского райисполкома. И дочь Елена, учительница в школе в Междуречии. Младшая, Галина, окончила Сыктывкарское медицинское училище и работает в районной больнице. Как и отец, оленеводом стал сын Алексей. Он бригадир пастухов. Хороших детей вырастил Петр Никитич Артеев. Их у него 6. А ребят, которые выросли на глазах у директора Дворца пионеров Ухты Генриха Адольфовича Корчевского, не сосчитать. 33 года живет талантливый воспитатель в Ухте. Приехал сюда юным комсомольцем в поисках романтики. Он нашел ее в работе с детьми. И все богатства ухтинских ребят, белокаменный дворец пионеров, великолепный парк, физкультурные и кукольные городки он и придумывал, и проектировал, и строил. Есть у школьников Ухты и малая Третьяковка. Здесь они учатся понимать и любить живопись. Лучшее детям. Это правило советского образа жизни. Детям оленеводов Ижмы, ухтинских нефтяников, воркутинских горняков, картинные галереи, стадионы, бассейны, сады. День 50-летия Коми АССР стал для каждого ее жителя большим праздником. В Сыктывкар съехались гости из разных городов страны. Торжественное заседание, посвященное 50-летию республики. С докладом выступает первый секретарь Коми обкома КПСС Иван Павлович Морозов. Первый заместитель председателя Совета министров Российской Федерации Алексей Михайлович Школьников огласил указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении республики орденом Октябрьской революции. Теперь на знамени Коми АССР 2 ордена. Под руководством коммунистической партии трудящиеся Коми АССР прошли большой и славный исторический путь, говорится в обращении Центрального комитета КПСС, Президиума Верховного Совета, Совета министров СССР к трудящимся республике. Благодаря бескорыстной братской помощи русского и других народов Советского Союза, край народа Коми из отсталого захолустья царской России превратился в бурно развивающуюся социалистическую республику. Богата талантами земля Коми. За годы советской власти расцвело и окрепло народное творчество. Расцвет экономики и культуры Коми АССР является ярким свидетельством торжества ленинской национальной политики, советского общественного строя, дружбы народов
нашей великой Родины.